Эфир телеканала продолжаем выпуском новостей. В студии Василий Радченко и коротко о главном к этому часу. ЧП произошло в поселке Жатай. Из-за пожара в квартире пострадал пенсионер. Проектный офис развития Арктики реализует гранты на небольшие проекты на севере. 2 путевки на игры Дыгына ждут победителей. В столице продолжается региональный чемпионат по многоборью. Пожарные закончили тушение жилого помещения в многоквартирном доме по улице Северна в поселке Жатай. Информация о происшествии поступила сегодня в 10:40. На ликвидацию привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы техники. На момент прибытия пожарного подразделения из квартиры шел дым. Всего там располагается 56 квартир. В результате пожара огнем повреждено имущество на площади 10 квадратных метров. Есть пострадавший. Мужчина 1956 года рождения. Эвакуировано 20 человек. Спасены квартиры и 3 человека. Предположительная причина – неосторожность при курении. Виновник и ущерб устанавливаются. Всего в регионе с начала года зарегистрированы почти 4 сотни пожаров, 235 из них в жилом секторе. По сравнению с прошлым годом гибель людей от огня и дыма увеличились более чем на 60%, а количество пожаров в целом выросло почти на 20%. Чтобы снизить пугающие цифры, сотрудники Госпожнадзора ежедневно проводят профилактические мероприятия с населением. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа, рассказывает Анна Васильева. 22 человека, из них 2 детей. Такова печальная статистика погибших в огне по Якутии. 15 человек получили серьезные травмы, это лишь с начала наступившего года. Львиная доля всех возгораний приходится на столицу региона, в частности под угрозой деревянный жилой фонд. 2021 год на территории города Якутска наблюдается рост пожаров. Инспекторским составом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску в целях обеспечения пожарной безопасности проводятся профилактические мероприятия с гражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах. Микрорайон Марха. Здесь уже неоднократно случались пожары, целых 3 только за 2020. И поэтому в прошлом году в 18 домах управляющая компания установила пожарную сигнализацию с выводом на пульте ДДС. Сейчас идут работы по ремонту электропроводки. Проводка нормальная у нас. Но она вроде пока не это. Но у нас крыша бывает течет. У многих в квартирах. Действительно, причины пожаров в подобных двухэтажках – это, как правило, неисправность проводки, прохудившиеся крыши, течи. Однако зачастую горожане и сами создают угрозу возникновения возгораний. Много где жильцы самовольно подцепляются, отключают, не изолировав, доделав работу, как полагается, бросают это, что несет опять же пожароопасную ситуацию. С начала года инспекторским составом проведено уже свыше 1200 подобных рейдов по жилфонду республики. И, конечно, в эти праздничные выходные дни контроль только усилен. Анна Васильева, Илья Сыромятников, Марха, Якутск. В выходные и праздничные дни терапевтические и педиатрические отделения продолжают работу. Прием в поликлинике дежурного врача-терапевта и педиатра ведется с 9 до 15 часов, сообщает Министерство здравоохранения региона. Травмпункты также работают, а станции скорой помощи как в Якутске, так и в районах и вовсе работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Напомним, номер для вызова со стационарных телефонов 03 сотовых 103. Также скорую медпомощь можно вызвать по единому номеру вызова экстренных служб 112. Увеличены штрафы за неповиновение полиции. Теперь отказ следовать распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных и силовых структур повлечет более строгие санкции. Вместо нынешних 500 тысяч рублей придется заплатить от 2 до 4 тысяч. Это установлено поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Они вступили в силу сегодня, 7 марта. Кроме этого, введено новое альтернативное наказание – обязательные работы на срок до 120 часов. Как и ранее, вместо штрафа или работ нарушителя могут арестовать на 15 суток. Выпустить книгу, создать сайт или провести мероприятие, связанное с Арктикой, теперь стало проще. Проектный офис развития северной территории реализует гранты на небольшие проекты. Воспользоваться такой возможностью может каждый желающий. Как реализовать проект, узнал Максим Кардозо.
На кафедре технологии пединститута СВФУ знают все о северном национальном костюме. Каждый год здесь проводят конференцию, посвященную культуре Арктики. В ее рамках дети со всей республики представляют традиционные наряды, которые сделали своими руками. За ним же стоит исследовательская работа большая, да? Они исследуют там этот костюм, ходят в музей, там технические процессы изучают, да? Историю народа изучают, какие традиции, для чего назначены это все изучают. Потом же это есть их воображение. Потом же они должны иметь еще технологические компетенции, чтобы могли это смоделировать, сконструировать, да. В пединституте решили расширить рамки своей конференции и провести полноценный детский конкурс национальной одежды народов Севера России. С этой идеей они обратились в проектный офис развития Арктики и получили грант на проведение мероприятия. Этот проект мы задумывали для того, чтобы приобщить наших подрастающее поколение к традиционным нашим ценностям, этнокультурным ценностям. Понимая то, что на сегодня, когда меняется мир, что основополагающая база формирования личности человека, оно находится, конечно, в народных истоках. Мы из этого исходили. Гранты – это 50 и 100 тысяч рублей. Подать заявку можно прямо на сайте проектного офиса развития Арктики. Там же размещена и вся полезная информация. На Земле масса проектов таких, которым недостает каких-то относительно небольших средств для издания книги, для создания сайта, для проведения каких-то мероприятий. А у нас в чем плюс нашей программы? В том, что она менее забюрократизирована, чем государственные программы. Получатели могут быть из разных отраслей, заниматься у нас и культурой, и книгоизданием, и спорт, и дети, и наука. Проектный офис развития Арктики уже выдал 200 грантов. Это были как юридические, так и частные лица. Из них 20 – это представители Якутии. Кураторы грантовой программы готовы обсудить самые разные идеи, а также дать консультацию, как лучше оформить свою заявку. Максим Кардозу, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва, Якутск. В Сибири выращивают и собирают розы на тепличном комбинате «Новосибирский». Это современный тепличный комбинат, имеющий производственные площадки размером 17 гектаров. Инвестиционный проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области за счет внедрения последних достижений мирового семеноводства и использования современных гибридов и технологий. Круглый год можно выращивать помимо овощей еще и фрукты, а также цветы, в том числе восприимчивые к перепадам температур кустарники роз. Фермерское хозяйство в Республике Карелия вырастило около 100 тысяч тюльпанов. У руководителя предприятия хобби превратилось в масштабное производство. Женщина заверила, что для выращивания цветов химия не используется, так что их ароматом можно наслаждаться спокойно. Покупатели остаются довольны. В хозяйстве выращивается 30 сортов традиционных весенних цветов. 76 тысяч уже выкуплено оптовиками. Еще 20 тысяч планируется продать в преддверии праздника 8 марта. Кроме сортовых тюльпанов, в хозяйстве выращивают клубнику. Всего для ведения деятельности используется более 20 гектаров земли. В преддверии главного весеннего праздника в оранжерее у известной намской огородницы Евдокии Гаврилевой также расцвели тюльпаны. Первую рассаду капризных голландских цветов опытная хозяйка посадила еще в октябре прошлого года. И несмотря на то, что зима была особенно суровой, ни один посаженный цветок не пострадал. Секрет в особых технологиях. Здесь значение имеет все, даже посуда, в которую помещена рассада. Заказов только что по распустившихся цветов много, и с каждым годом становится только больше. Евдокия Степановна лично помогает покупателям собирать букеты. Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак приедет в Амгинский район Якутии. Как сообщил глава района Николай Архипов, она планирует снять выпуск о якутском кино для своего YouTube-канала. Ксения приедет со съемочной группой на один день. По месту она встретится с режиссером Дмитрием Давыдовым, который расскажет о создании фильма «Пугало». Напомним, ранее публиковалось, что Собчак ознакомилась с кинокартиной во время фестиваля «Кинотавр». Тогда она высоко оценила работу и заявила, что якутский кинематограф переживает расцвет. Сегодня исполнилось бы 72 года борцу Роману Дмитриеву. Он являлся первым олимпийским чемпионом-якутянином, чемпионом мира и Европы, 6-кратным чемпионом Советского Союза.
В этот день спортивное сообщество, соратники, друзья, родственники и поклонники возложили цветы к его памятнику в Якутске. Отметили его большую роль в развитии вольной борьбы в регионе. Вспомнили вклад в продвижение имиджа Якутии на международной спортивной арене. На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене советские атлеты завоевали 50 золотых медалей. 5 из них внесли борцы. Один из них был якутянин Роман Дмитриев. Он завоевал первое золото в самом легком весе до 48 килограммов. Сегодня для нас, для мужчин народа Саха, большой праздник. Для всего нашего народа. Сегодня свой день рождения, 72 года, должен был отпраздновать Роман Михайлович Дмитриев, великий сын своего народа. В 1972 году он стал олимпийским чемпионом, и это проложило путь для целой плеяды наших борцов якутского народа. Сегодня начинающие спортсмены, сегодня действующие спортсмены нашего народа равняются на наших великих старших братьев. В Якутске продолжается третий республиканский чемпионат по национальному многоборью. В турнире разыгрывают 2 путевки на игры Дегына. Спортсмены соревнуются по 5 видам. Это прыжки, якутская вертушка, масс-рестлинг, хапсагай и бег на 400 метров. Женщины вместо хапсагая покажут силу в турнире Халбас-Харата. По итогам первого дня побеждают многократный чемпион игр Дегына Егор Филиппов и многоборец из Сунтарского района Тимофей Большаков. Среди женщин в легком весе наибольшее количество очков у Евгении Адамовой, Усть-Алданский район, и Саяны Уваровской. Победители определят в 2 весовых категориях до 70 и свыше 70 килограммов. Чемпионы мужчины получат путевку на участие на играх Дегына этим летом на Эсэхи Туймада, а женщины выполнят норму мастера спорта. Добавим, что чемпионат также является подготовительным этапом к играм Манчары-2021, которые пройдут в горном районе. Пока занимаюсь у своего мужа Кая Адамова под его присмотром. Сама занимаюсь, в детстве занималась легкой атлетикой, потом перешла на якутские прыжки. И в позапрошлом году в первых соревнованиях, в первом чемпионате по национальному многоборью я стала победительницей, то есть 2 года назад. И сейчас в прошлом году не участвовала, и сегодня участвую. Девушки все очень конкурентоспособные, сильные, и у меня сейчас по итогам 3 видов 11 очков. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.